По поводу Кыргызстана и Киргизии. Почему кыргызы, ну или я не могу сказать, что обижаются, но довольно-таки больно воспринимают, когда называют Киргизы и Киргизия? Нет, знаете, я бы вам сказал бы, не то, что обижается, просто, наверное, здесь надо понять. Если в самой этимологии стан или Киргизия, да, Киргизстан или Киргизия, то это другое. А если вы имеете в виду кыргыз и киргиз, вот здесь разница большая. Расскажите. Вот наш этноним, он кыргыз. Если дословно сказать, что это значит, это неистребим. Неистребимый. Неистребимый, потому что очень много версий, вариантов в научном мире. Я, в частности, как кыргызовед, я точно это изучаю и до сих пор. И вот очень много, около 9 версий есть. И все как бы, в принципе, обоснованные, ссылаются на какие-то источники, на какую-то философскую часть, где-то с Санджирой связывают, там, с какими-то личностями, да, с историей. То есть, но везде идет какая-то трансформация, допустим, Кырк-Огуз на Кыргыз, так-то так. Все вот эти варианты, они все трансформированы. Но меня удивляет то, что кыргыз слово, оно не сложное. И нет смысла трансформировать, тем более те слова, которые придаются как варианты, Кырк-Огуз или там Кыргыз говорят, Кыргыз. Такие слова, их можно и так произносить. Для кыргыза это не трудно. А вот кыргыз, само слово, название, в прямом смысле, без никаких-то трансформаций, оно обозначает неистребимый. И, в частности, в Манасе, еще в нескольких фольклорах мы часто об этом слышим и читаем, и именно прямым текстом. Вот там в Манасе есть такие строчки, вот «Кырылган сайын кычаган», или там «Тюгонгон сайын тютөгөн». То есть, сколько не истребляй, сколько не убивай, этот народ невозможно истребить. И вот так вот с этого все и начинается. И поэтому кыргыз это вот имеет такое значение. А слово киргиз на нашем же языке, оно имеет совершенно другое значение, и это даже более оскорбительно. Поэтому, когда мы слышим, киргиз это который, невозможно воткнуть, вонзить, там, внедрить, что-то такое. Это. В смысле, это прилагательное или? Да, это прилагательное. И кыргыз тоже прилагательное. Неистребимый. Нет, кыргыз неистребимый, а киргиз что значит? Тоже прилагательно, но означает совсем другое. Если дословно, как вам сказать, особенность кыргызского языка, оно такое, что, можно так сказать, это, как вам сказать, это ему трудно донести. Буквально, если трудно до него прям достучаться, что-то такое. Акылна киргиз, сөзіне киргиз. Одно из значений, то есть это много. То есть это, конечно, такое не... В этом случае это оскорбительно, поэтому мы не одобряем это звучание. Откуда это пошло? Кыргыз? Понимаете, это в советское время, вот есть же правило, ЖШ пишется через «и». Да, как бы упростили произношение. Вот это твердое такое произношение, оно как бы смягчить, что ли, чтобы более Да, чтобы нам, условно, нам, советскому. Да, вот и в советское время нас так и было название Киргизская ССР, Киргизия, киргизский народ и все так. Это как-то воспринималось. Но потом, когда мы уже приобрели независимость, когда начали изучать себя более глубже, более шире и так далее, потом уже осознали, что не совсем хорошее это звучание. А в плане Киргизия или Кыргызия или Кыргызстан, здесь другой вопрос. Здесь уже чисто политический. Потому что стан – это определенно местность, в которой обитают, да, или там, в которой находятся, что-то временное. Это вот. То есть это здесь, извините, подчеркивает именно кочевой характер. Не то, что кочевой, это скорее подчеркивает то, что временно пользование. Стан, стойбище. А если будет кыргызская, почему у нас республика называется официально Кыргызская республика, мы полностью познаем, что это наша территория, наша республика, наша земля, наше государство. Не Кыргызстан, а Кыргызская республика. Кыргызстан как бы опять это вот тот остаток в памяти советского периода. То есть правильно называть все-таки Кыргызская республика, в которой живут кыргызы. Да, мы сегодня себя так. Неистребимые. Да.